Марк, помолимся. Царю небесный, душитель души, исцелитель, везде все исполняет, сокровище благих и жизни податель людей, ты вселися в нас, очисти нас от всякой скверны, спаси благ, души наши. Сложитесь. Мы продолжаем с вами изучать Священное Писание, книги Священного Писания. После изучения книги Бытия мы остановились перешли к книге Иова. Да, у нас было небольшое отступление, оно таким хронологически у нас выверенным было. И сегодня мы продолжаем это книжие. Поэтому у кого Священное Писание, кто у нас сегодня чтец? Оксана. Да. Оксана. Мы приступаем ко второй книге. Это книги Исход. Или как ее именуют в Священном Писании, вторая книга Моисея. Вторая книга Моисея. Это наименование книги на греческом. Мы с вами говорили о Септуагинте, вы помните, да? Что касается наименования. Значит, на иврите книга звучит Шемот. Эйле Шемот бней Исраэль. Вот имена сыновей Израилевых. Каким образом даются имена книгам Ветхого Завета на иврите, вы знаете. Когда у нас с вами была вводная лекция, самая первая, когда у нас еще не было всей этой техники, да, мы с вами говорили о том, что по первому слову или по ключевому слову в начале книги дается наименование всей книги в еврейской традиции. В частности, книга Бытия носит наименование Берешит, потому что Берешит в переводе означает «в начале», и сама книга начинается со слов «в начале сотворил Бог». Вторая книга носит наименование Шемот. Почему? Потому что сама книга начинается со слов «Эйле Шемот», вот имена. И вот по слову «имена» была названа вся книга. Когда делался перевод Септуагинты, о которой вы сегодня вспомнили, или перевод 70 толковников, это 3-1 века до Рождества Христова, в этот период при переводе на греческий наименования книгам давались согласно с греко-римской традицией. То есть, как дается вообще наименование книги? Наименование отражает что? Содержание. А содержание книги – это выход еврейского народа из Египта и избавление от рабства. Соответственно, в соответствии с греческой или греко-римской традицией, наименование было дано «Эксодос» – «выход». А на русском языке получило, соответственно, наименование «Исход», совершенно верно. У нас в этой книге 40 глав. Из этой книги мы узнаем о том самом пресловутом рабстве египетском. Из этой книги об этом уже говорилось в книге Бытия. Там постоянно у нас несколько раз, мы сейчас будем говорить, предсказывалось о том, что дети твои будут рабами в Египте, и затем я выведу тебя из этого. Да? Вот мы все ждали, когда произойдет это свершение этого, да, предсказания, и вот мы к этому подошли. Эта книга повествует о бегстве из Египта и получении закона. Того самого закона или Торы, 10 заповедей, из которых знают все представители христианского мира. Но, конечно, сам закон он намного больше, мы тоже с ним познакомимся. О сооружении скинии первого храма. Первый храм, такая походная палатка, в которой лежал ковчег, да, в котором находились что? Скрижали, прозявшие жезла Аарона, вы, наверное, читали, да, эту книгу уже? Вот. Все это тоже, манна в сосуде, все это тоже находилось, то есть описывается в книге Исход.
И по содержанию, если исследовать вот этой греческой традиции, у нас здесь два важных смысла сокрыто. Первый – это прямой физический смысловой. Исход, то есть выход из Египта и освобождение от египетского рабства. Это исторический контекст. Второй – духовный, мы с вами говорили. Духовный – это освобождение от духовного рабства, потому что Египет у нас всегда символ чего? Это не просто рабство физическое, это рабство греху. Фараон на протяжении всей библейской истории, на протяжении всей святоотеческой христианской истории, это символ, он символизирует у нас самого дьявола. Самого дьявола. И вот поэтому второе значение – это освобождение от рабства духовного. Освобождение от рабства духовного, то есть от рабства греху. Самое главное – это показать, при помощи этой книги, показать промыслительное попечение Богом, со стороны Бога, к израильскому народу. Ведь посмотрите, Бог заключает завет с Авраамом, праотцом. Он основоположник этого рода, народа. Затем с Исааком продолжается. Затем это обетование заключается с совершенно Иаковом, другое имя которого совершенно Израиль. Ну да, вы сразу даете перевод, совершенно верно. Другое имя которого Израиль. Соответственно, раз эти обетования заключаются, они в чем заключены? Что я размножу тебя, да, ты будешь как песок на берегу моря, как звезды на небе, если кто может их сосчитать, так размножу тебя по лицу земли и так далее, и так далее. Ну и дам тебе землю. А где эти все обетования? Ведь мы знаем, что Авраам умер и не имел ни клочка собственной земли. То есть он кем был? Бедуином, кочевником. А Исаак точно так же. Иаков то же самое, кочует и под конец жизни переселяется к сыну своему Иосифу в Египет. Но Египет это вовсе не та земля, которую им обещали, и Египет сам по себе не может быть местом обетованным. Мы с вами уже говорили об этом. Итак, цель этой книги показать, как совершаются эти обетования. Что еще интересно? На протяжении пятикнижия теперь, изучая книгу Исход, изучая книгу Левит, изучая книгу Числа, мы с вами увидим, что договор или завет, о котором мы говорили, заключен между Богом и человеком. Одна сторона этого договора со своей стороны все, что в нем прописано, выполняет. Какая-то сторона. Но это, конечно, Бог. Он всегда верен себе. Он всегда выполняет то, что зависит от него. Другая сторона этого договора – это люди. И вот когда речь заходит об исполнении этого договора людьми, это постоянное нарушение. Постоянное. То есть с момента заключения договора с Авраамом, Исааком, Иаковом, до пришествия Христа, это всегдашнее нарушение договора со стороны людей. Всегдашнее. Что привело к тому, что святые пророки называют Израиль, эта сторона Израиль, понятно, называет Израиль блудницей, то есть женщиной легкого поведения. Почему? Почему народ можно назвать блудницей? Совершенно верно. То есть вот точно так же, как женщина легкого поведения никогда не сохраняет верность своему суженому, точно так же Израиль постоянно идет вслед богов иных. И вот это постоянное уклонение в идолопоклонство получило название духовного блудодейства в самой Библии. Израиль, ты всегда блудодействовал. Не в том смысле, что ты там гулял или еще что-то. Самое главное, ты изменял своему Богу. Всегда. На протяжении всей эпохи. При всех царях, в лице всех представителей этого народа. Без исключения. То есть там нет, со стороны людей нет ничего другого.
Это мы тоже с вами сейчас будем наблюдать, изучая эту книгу. Итак, мы говорим об исполнении закона. Вот у нас есть книга Бытия, исполнение завета. Какой завет? Вот мы читаем, при захождении, вам видно, да? При захождении солнца, вы помните, крепкий сон напал на Авраама. Помните, он заключает завет и рассекает животных для заключения завета, да? Входит в некое экстатическое, мы с вами говорили, состояние. Это 15 глава, 12-16 стихи, вы можете их открыть и посмотреть. При захождении солнца крепкий сон напал на Авраама, и вот напал на него ужас и мрак великий. И сказал Господь Аврааму: знай, что потомки твои будут пришельцами в земле не своей. Это Авраам. Мы с вами сейчас будем наблюдать сквозь сколько поколений, да, мы с вами сейчас уже сколько поколений, то есть 400 лет прошло, 300 с лишним, при захождении, да. И сказал Господь Аврааму: знай, что потомки твои будут пришельцами в земле не своей, и поработят их, и будут угнетать их 400 лет. Но я произведу суд над народом, у которого они будут в порабощении. После сего они выйдут с большим имуществом, а ты отойдешь к отцам твоим в мире и будешь погребен в старости доброй. В 4-м роде возвратятся они сюда, ибо мера беззакония Амореев доселе еще и наполнилась. Амореи – это жители Ханаана. Амореи – это жители Ханаана, землю, которую Господь обещает Аврааму, да, но который еще там ничего, еще пока ничего не имеет. Так, мы продолжаем. Книга Бытия, 46, еще более ранняя глава, 46. Он сказал: я Бог, Бог твоего отца. Не бойся пойти в Египет. Вспомните, к кому он обращается. Иаков перед переселением нуждается в укреплении. Он старик, и представьте, ему вот со всем своим родом неизвестно куда переезжать. Он, конечно, нуждается в укреплении Всевышнего. И вот что ему говорит: я Бог, Бог твоего отца, не бойся идти в Египет, потому что я произведу от тебя там великий народ. Я пойду в Египет вместе с тобой. Вы помните, я сойду, мы с вами говорили, в Египет сходили. Я спущусь с тобой в Египет, и я выведу, совершенно верно, тебя обратно. И глаза тебе закроют рукой Иосифа. То есть предсказание было и Аврааму, предсказание было и Иакову. Да, и вот, наконец, пришло время свершаться всему тому, что было предсказано. Потому что Бог – это не человек, и в отличие от человека у Бога всякое слово будет исполнено. 1 глава книги Исход, пожалуйста. Давайте. Вот имена сынов Израилевых, пришедших с Яковом в Египет. Каждый пришел со своей семьей. Рувим, Симеон, Лев. Ну вы помните, да, все эти имена? Мы с вами их проходили. Сахар, Завулон, Вениамин, Дан, Нефалим, Гад и Асир. Всего их потомков Якова было 70 человек. С Иосифом, который к тому времени уже жил в Египте. Да. Иосиф умер. Умерли его братья и все их поколение. А сыны Израилевы были плодовиты. Их становилось все больше. Они стали многочисленны и сильны, и заполонили всю страну. Спасибо. Значит, вот 6 по 7 стих, да? Умер Иосиф, а Иосиф у нас какой должен занимал? Заместитель. А он Или был фараона заместитель. Да. Менеджер, как вы сейчас сказали, да? То есть он был десницей фараона, имел его печать, перевесь, только престолом фараона отличался от Иосифа, мы с вами об этом говорили. И вот умирает он, умирает все это поколение, оно уходит, а евреи, что с ними произошло? Они размножились. Вот здесь
Ишрецу стоит от шарац, да? Шарац глагол. Кишеть, роиться. Значит, где, да, это вот то, что это слово употребляется в начале Священного Писания, в книге Бытия, когда говорится о пресмыкающихся, которыми Господь заполняет землю, то есть живыми существами. То есть вы понимаете, что при сравнении, для того, чтобы показать вот это вот количественное, огромное увеличение, мы с вами только что прочли 75 человек. А получается такое огромнейшее количество. То есть, еще раз вернемся, благословение Божие, оно действительно имеет силу, когда оно дается. Вне зависимости от того, сколько там вас было в начале, в конечном счете, их огромное количество. Для того, чтобы показать вот жрецу, они кишат по земле египетской. Египет ведь не маленькое государство, да? Это другие. А у меня вот информация, можно извинить? Да. Я Да, конечно. Я вот прочитала недавно буквально, что было, значит, немецкие ученые и археологи, значит, делали ДНК-исследования 1500 лет назад до нашей эры этих фараонов, Да. и египетских мумий. Пришли к выводу, что оказывается, ну как бы и так предполагалось, что это не современные египтяне, значит, южная, получается, южные народы, это значит Европа южная, туда входили Израиль, турки, значит, выявили, и почему-то там написано грузины и абхазы. Во втором, опять-таки, они выявили ДНК у фараонов, опять абхазцы там, опять турки, Да, опять, да. в общем, это первая версия, что как бы абхазцы тоже предполагают куда-то. Да, один из научных журналов, это, я уже забыл этот институт, по-моему, институт Планка проводил эти исследования, геном, ну, понятно, генетика развивается, ясное дело, когда у вас есть мумии, почему бы не попытаться, да? И в нашем представлении, конечно, как и в представлении многих других народов, если есть какое-то государство и какой-то народ, то мы их представляем несколько изолированно. Ну вот, египтяне — это египтяне, да, вот, выше живут римляне — это римляне. И вот мы даем эти наименования, а на самом деле, конечно, вот когда разбили по гаплогруппам, то оказалось, что постоянно происходит перемещение народов. Постоянно происходит перемещение народов. Более того, чем выше цивилизация, это несколько отступает, да? Чем выше, чем развитее цивилизация, тем более в ней переселенцев. И вот история с Древним Египтом показала, потому что там, начиная от кельтов и заканчивая тюркскими племенами. И практически совсем нет современных жителей Египта, то есть арабов. Вот их практически нет совсем. То есть там, естественно, и еврейский геном был обнаружен, естественно, ашкенази и сефарды туда тоже попали. Из кавказских народов все кавказские народы. Все кавказские. Что касается Закавказья, то все. Там, что касается абхазо-адыгейской языковой группы, там и черкесы, и адыги, и абхазы. Вот. Ну да, абхазы тоже значительно оказали вот какое-то влияние. Они вот одна версия, извиняюсь, что они, вообще другая версия, что почему фараоны, что вроде немцы, еще там другая группа, они предположили, что вообще миграция как-то по Европе, Да, вот эта да. вот Римская империя, это типа чуть ли не из Кавказа пошла. Ну, мы говорим, когда мы говорим о белой расе, конечно, говорим о кавказской расе. Она так и называется, поэтому это не, это как бы не новость, да? Для нас это уже давно известно. Но вопрос... Сейчас как бы вопрос особо не в этом. Понятно, что, конечно же, было взаимодействие. Безусловно, никто изолированно нигде не жил и не живет по сей день. Даже если сейчас вы, как если мы говорим о вопросах крови, да, как это часто, как сказал классик в произведении, кажется, «Мастер и Маргарита», самый сложный вопрос — это вопросы крови. Да, вот если вы помните, когда Волан говорит Маргарите, да, вот если ваш предок, одна французская королева, знала бы, чем будет заниматься и где жить ее наследница и так далее. Да. Ну, это кому интересно, пожалуйста, вот сейчас генетика предоставляет такие услуги, каждый может это проверить.
никаких проблем. Возвращаемся к книге «Исход» и к Древнему Египту. В книге «Исход» сконцентрировано, еще о чем мне хотелось потом напомнить, сконцентрировано большое количество прообразов, касающихся Нового Завета. Как мы уже сказали, рабство в Египте, оно символизирует рабство греху. Соответственно, выход из Египта – это спасение. Спасение не только от рабства, но и от греха. А кто их выводит? Совершенно верно. Кто их выводит? Моисей. Соответственно, человек, который вождь выводит из рабства к греху, кого символизирует? Христа? Безусловно. То есть Моисей – это символ Христа. Пасха, вы совершенно верно сказали, то есть вот ветхозаветная Пасха и, соответственно, новозаветная Пасха. Совершенно верно. Скиния, которая в пустыне, безусловно, это прообраз церкви. Потом это храм Соломона и в конечном счете это новозаветная завет, который заключается, закон, который дается, прообраз благодати, которая придет. Ну и так далее, и так далее. Сейчас мы на этом останавливаться не будем. Вот этот текст, это 7 стих книги Бытия. Книги Исход. Увне Исраэль пару вай шрицу ваурву вайцму бимот неот витамнеле гаарец и там. То есть размножился, как вы здесь прочли, были плодовиты, их становилось все больше, и они становятся многочисленны и сильны в том месте, да? Гаарец и там, вот в той земле. А вот вайрву это плодитесь и размножайтесь. Это вообще первая заповедь, которая дана. Вот она выполнена. Плодитесь и размножайтесь, вы помните в книге Бытия, и наполняйте землю. Израильтяне выполнили эту заповедь, они запомнили, да. Вот этот сильнейший образ, еще раз вернемся к нему, они кишели как присмыкали, то есть очень большое количество, их очень много. 8 стих, пожалуйста. На престол Египта взошел новый царь, который не знал Иосифа. Да, вот теперь, вы знаете, тут как бы много дается очень разных объяснений исторического контекста, когда происходят эти события. Почему Иосиф был так принят, почему, как бы историки пытаются объяснить, почему вот к семитам, то есть к израильтянам было такое хорошее отношение, когда они переселились в Египет, по какой причине? Египет был завоеван кочевниками, так называемыми пастухами, царями, их так и называли, была династия фараонов. В истории многих государств это обычное явление. Вот Китай, маньчжуры, да, в Индии великие моголы, то есть приходят, основывают династию, какие-то завоеватели. И в данном случае Египет тоже подвергся нашествию кочевых племен, которые тоже основали какую-то династию. И вот когда Иосиф был продан в рабство Египет, говорят историки, там правила династия, там Апапий был второй фараон, ну так предполагается, династия Гиксосов. Да. А гиксосы это вот они кочевые племена, которые якобы, тоже предположение, были семитами, были родственники тому племени, которое представлял Иосиф. И, соответственно, вот это вот как бы отношение к Иосифу, и затем отношение к Израилю и всем переселенцам, оно было вот обосновано и мотивировано тем, что родственники захватили в этот момент Египет. А вот к времени, о котором мы говорим сейчас, это 1500 приблизительно годы до Рождества Христова, началось восстание в Египте. И так называемая из старой столицы, и так называемая вот эта фиванская династия воцарилась на престоле, свергла гиксосов. А теперь, когда, вы знаете, сбрасывается старая власть, начинаются репрессии. По отношению к кому? К самой власти и тем, кто ее поддерживал. Ну, это как бы обычное явление во всех народах, при всех да, вот, строях, режимах и так далее. И вот здесь произошло то же самое. Библия об этом говорит: восстал фараон, Паро, который не знал Иосифа.
Ну, для него Иосиф и все, что было связано с этой династией Гиксосов, это вообще все теперь табуировано, это все теперь закрыто, от этого теперь нужно избавляться. И этот новый фараон, как говорят историки, представлял коренную египетскую народность, то есть непосредственно самих египтян. И, соответственно, как он относился, да, как эта династия относится ко всем инородцам, пришедшим жить на эту землю, вы можете себе представить. Мы сейчас об этом прочтем. Следующий стих. Он сказал своим людям: смотрите, как много стало сынов Израиля. Ну, патриоты первое, что говорят, посмотрите, как много среди нас иноземцев. Иначе это что означает? Посмотрите, как много среди нас врагов. Да? Это же иносказание, посмотрите, как они размножились, это как много вот этого элемента. Да. Далее. Они сильнее нас. Надо Ну, что-то конечно. придумать, чтобы их не стало еще больше. А то, если будет война, они соединятся с нашими врагами, поднимут восстание и уйдут из нашей страны. Да, то есть, а тут смотрите, тут даже речь не о захвате страны идет, мы рабов потеряем. Да, вот самое главное, удивительное, что они не страны. Конечно, потому что Паро у нас сын Бога Ра. Конечно, он представляет самую высокую власть, которая только может быть на земле. Он непосредственно сын Верховного Бога. А соответственно, для него, простите, если само население это рабы, то уж говорить о рабах рабов, то есть о каких-то пришельцах, единственное, о чем он беспокоится, сбежит эта вот обслуга вся, да, и некому будет. И поэтому стратегическое мышление вы вот наблюдаете у фараона, да, вот он так стратегически мыслит, да, и требует что? И требует, что что-то надо придумать. Фараон у нас символ зла, не забывайте об этом, пожалуйста, да, и как и Египет. Далее, пожалуйста. Чтобы изнурить сынов Израилевых тяжкими работами, египтяне поставили над ними надсмотрщиков и заставили строить для фараона 2 города со складами – Питом и Рамсес. Да, совершенно верно. Питом и Рамсес. Питом, развалины этих городов есть, локация Питома не совсем определена, там разные как бы останки древних городов относят, но с таким наименованием действительно город был. Пи-Рамсес, что означает дом Рамсеса. Ну, Рамсес, вы понимаете, это фараоны, да, древнего Египта. Это новая столица Египта. При Рамсесе II Великом население было более 300 тысяч человек в тот период. То есть вы вот можете себе представить сегодня население всей нашей страны, да, и вот население одного города, который построили египтяне. В чем заключается как бы задумка? Тяжелые работы не позволят увеличиваться, да, то есть люди увидят, какая тяжелая жизнь, и по всем канонам экономики, и по всем канонам социологии, и по всем канонам политологии они должны сократиться, потому что жизнь неимоверно тяжела. Я думаю, параллели сейчас я проводить не буду, вы и так понимаете, да? Жизнь тяжела, значит, их должно быть меньше. Соответственно, они не будут рождать детей и так далее, и так далее. Вот они строят эти 2 города. Здесь не указан, в Септуагинте еще говорится об Оне или Илиополе, 3-м городе, в котором жил верховный жрец. И он нам известен из повествования об Иосифе. Иосиф был женат на дочери Илиопольского жреца. Да, то есть вот он тоже был возведен, такой мощный город. 12 стих, пожалуйста. Однако, чем сильнее притесняли сынов Израилевых, тем больше их становилось. Вот чудо! Смотрите, чем сложнее становится жизнь, тем больше становится людей. То есть замысел фараона из этой династии, мы будем говорить, что это может быть за династия, он каков этот замысел?
классическое устройство государства, да? Вот ненужной народности слишком много, утяжелить ее положение, слегка ее подсократить. Так думает человек. Фараон – символ зла. Но ведь с этим народом, который он собирается сокращать, совершенно искусственно, да, находится кто? Господь. Этот народ, он избранный, он создан Богом. То есть Бог заключает завет с Авраамом, вы помните, он его выводит откуда? Из Ура Халдейского, да, из древней вот этой вот месопотамской, да, вот культуры, выводит языческой, создает новый, заключает завет и говорит, что я буду с тобой. А фараон пытается их уничтожить. Что получается? Чем тяжелее работа, тем больше они становятся. Хотя по всем канонам должно быть наоборот. Да. То есть действие человека уничтожать, действие Бога созидать, конечно. Вспомните еще раз это благословение. Умножая, умножу. Посмотрите, какая тавтология, да, для чего этот рефрен? Чтобы показать вот это вот действие Бога. Я увеличу тебя, умножая, умножу. Далее, пожалуйста. Ужас перед ними охватил египтян. Они стали безжалостно принуждать сынов Израилевых к тяжким работам. А египтяне боятся, да. Египтяне боятся, и работы, ну это рабство. Работы все тяжелее и тяжелее и тяжелее. Далее. Они превратили всю жизнь сынов Израилевых в горький и тяжелый труд. Да. Те месили глину, делали кирпичи, трудились в поле. Их принуждали к этим работам без всякой жалости. Да, ну как вы понимаете, за это... Сейчас зато они принуждают. За это большие, как бы, за это большие барыши, да, никто не выплачивал, как вы понимаете, то есть это тяжелый труд, который не квалифицированный. Что касается, что они тут делали? Глину делали кирпичи, да. Делали кирпичи, трудились в поле. Да. Что и делают современные. Вот смотрите теперь относительно условия труда, условия. Вы знаете, у вас может быть нормированный график, а может быть совсем не нормированный. Вам можно предоставить условия для труда, а можно вообще не предоставлять и сказать, давайте, находите сами. Именно это здесь и произойдет. Да? Да, конечно, конечно. Угнетали, это не значит, говорили, ну вот как предки ваши работали, так же и работайте. То есть речь не об этом. Один из кирпичей этой эпохи вы можете наблюдать, вот, он хранится в Британском музее, да, это кирпич из Британского музея, номер ЕА-6020, с печатью Рамзеса II, которую вы можете наблюдать. Вот, хорошо видно, да, кирпич? Вот. Это 19-я династия. Во время раскопок из глины он сделан, 38 на 19 сантиметров. Надпись, откуда мы знаем, что Рамсеса II, каждой эпохи соответствует лекало соответствующее. Вот здесь лекало, ну, вот, видно, вы можете посмотреть. Вот оно видно, да, вот печать вы видите, вот она. Вот Рамзеса II, подпись, плохо сохранившаяся. Пожертвована Альгерноном Перси XIV герцогом Нортумбренским в 1835 году. То есть, вот вы можете видеть, какого рода кирпичи, что на самом деле сейчас очень много мистификаций самых разных о том, что в Древнем Египте не строили из кирпичей, что чуть ли не инопланетяне возводили все это. Нет, это результат обычного тяжелого, неимоверно тяжелого физического труда. Вот данные. Так. Да, Дальше, пожалуйста. Египетский царь велел повитухам-еврейкам, одну звали Шифра, а другую Пуа. Когда будете принимать роды у евреев, смотрите, кто родится. Если мальчик, убивайте, а если девочка, пусть живет. Да, вот теперь начинает действовать следующий этап. То есть раз физическими работами, раз угнетением не удается сократить, обращаются к акушеркам и гинекологам.
Да, конечно, обращаются к акушеркам. Акушерство и гинекология должно прийти на помощь политике для сокращения, это тоже, я думаю, сейчас параллели проводить не буду, тоже понятно, для сокращения этой численности. Да. Значит, две повитухи-еврейки, тут очень много разных, либо они были еврейками по национальности, либо они были повитухами у евреев, а на самом деле египтяне. Тут очень сложно как бы определить из контекста, вот, из текста древнего очень сложно это выяснить. Одну звали Шифра, другую Пуа. Вот это две, тут как бы старухи или бабки, ну на самом деле несколько другой текст. Здесь стоит глагол вот этот «елад», что означает «рождать» от матери или отца, быть рожденным, рождаться, и как причастие это повивальная бабка, то есть помощник при родах, профессиональная помощница при родах, да? Ла меялдот, ага, иврит. Ну, иврит, понятно, у евреев ага меялдот, помогающая природе, помогающая при родах. Вот кто. Условно названа бабками, то есть вы не думаете, что это какие-то пожилые люди там вот, и прочее, условно названы бабками. Вот. Хотел бы вам прочитать Иосифа Флавия. Это иудейские древности, 9 глава. Вот что он пишет. Ну, вы помните, это труд первого века, да? Это Тита и Веспасиана приблизительно Цезарей. Хронологически, да, к этой эпохе относится. Иосиф Флавий пишет: так как египтяне были изнежены и недобросовестны в работах, ну, всегда автохтонное население изнежено и недобросовестно в работах. Это не только в Египте. Особенно же преданы удовольствием и легкой наживой, это тоже любые аборигены, именно этому, да, пороку, то в результате получилось враждебное с их стороны отношение к евреям, основывавшееся также на чувстве зависти к их благополучию. Именно, видя, что племя израильское увеличивается и благодаря своей добродетели и трудолюбию становится богатым и пользуется значением, они испугались, как бы оно не овладело ими самими. При этом, благодаря отдаленности времени, египтяне совершенно забыли о заслугах Иосифа. То есть это в первом веке по Рождестве Христовом пишет о середине второго тысячелетия до Рождества Христова, да, Иосиф. Стали крайне надменно обходиться с израильтянами и взвалили на них различные тяжелые работы, тем более, что царская власть перешла к новой династии. Они поручили им отвести реку Нил в разные каналы, чем занимались евреи в плену, соорудить у городов стены и плотины, чтобы вода реки не проникла в город и не обратила почву в болото. Равным образом они побуждали народ наш, пишет Иосиф, строить пирамиды, изучать всевозможные ремесла и привыкать к тяжелому труду. В протяжении 400 лет они несли такое иго, пишет Иосиф Флавий. При этом происходило нечто вроде состязания, так как египтяне преследовали цель во что бы то ни стало извести израильтян тяжелыми работами, а последние хотели показать, что они сильнее всех этих мероприятий. В то время как евреи находились в таком положении, у египтян явилась и другая причина, по которой они еще более постарались стереть с лица земли народ наш. Поводом к этому послужило следующее. Один из египетских ученых, который, кстати сказать, особенно выдаются своими предсказаниями будущего, возвестил царю, то есть фараону, что к тому времени среди израильтян родится мальчик. Предание сохранило, что фараону однажды приснился следующий сон. Перед ним стоит старик с весами в руках. На одну чашку он положил всех знатных египтян, на другую молодого барашка. При этом вторая чашка перетянула первую. То есть какой-то агнец
весил больше, чем вся египетская знать. Тогда фараон собрал совет старейшин и книжников, между которых находился и Валаам. Последний указал на предстоящую опасность и на необходимость уничтожения еврейских новорожденных мужского пола. Он же посоветовал потопить детей, а не прибегнуть к другому способу мышления, потому что история патриарха Авраама, Исаака, Якова доказывает, что ни огнем, ни трудом ничего не достигнешь. Рассказывается и то, что книжники и звездочеты предсказали фараону о предстоящем рождении лица, которому выпадет на долю вывести евреев из Египта, то есть освободить от рабства. В силу этого царь сделал это распоряжение бросать детей в Нил. Когда через 3 года те же прорицатели возвестили фараону, что, речь, конечно, шла о Моисее, вы понимаете, он уже родился, только неизвестно где и у кого, то фараон приказал взвалить на евреев непосильные работы. И вот предсказание о том мальчике, который, если вырастет, сокрушит могущество египтян и сделает евреев властным народом. При этом он превзойдет своей добродетелью всех людей и приобретет вечную славу. И испугавшись этого, фараон, пишет Иосиф, по совету того предсказателя повелел всех родившихся еврейских детей мужского пола бросить в реку и загубить. А египетским повивальным бабкам, вот почему разномыслие, то есть Иосиф пишет о том, что повивальщицы или акушерки, они были египтянками. Приказал следить за беременностью еврейских женщин и не выпускать из виду их родов. Он повелел именно египетским бабкам следить за этим, потому что они, будучи одной с ним национальности, не решатся служить царского. Да, это вот то, что Третий Райх, вы правильно вспомнили. Те же, кто поступит вопреки этому приказанию и осмелится тайно спасти новорожденных, царь приказал вместе со всем их семейством подвергать смертной казни. Это было ужасным ударом для тех, кого это распоряжение касалось, то есть евреев. Не только потому, что родители таким образом лишались детей своих, причем им самим приходилось исполнять роль палачей, но и от того, что мысль о совершенном прекращении рода, а это представлялось неизбежным при убийстве детей мужского пола, еще усугубляла тягость и безвыходность этого положения. В таком-то горе были они, однако никто не в состоянии оказать посильное давление на решение Бога, хотя и пустил для этого в ход 1000 ухищрений. Поэтому ребенок, о котором предсказывал ученый-прорицатель, продолжал, несмотря на все мероприятия царя, подрастать. И все случилось именно так, как о нем было предсказано, пишет Иосиф Флавий. А вот совершенно верно. То есть эта история еще будет повторяться, да, еще будет повторяться. И Ветхий Завет у нас в Новом Завете имеет продолжение. Да. Значит, получается, до того, как они впали в рабство, значит, они находились в относительно хорошем... Ну, конечно, когда речь шла о правлении Иосифа и тех, кто его помнил, да. Чего они делали пассивно? А что они? Чем занимались? Нет. А кем они были? Нет, мы же с вами говорили, в какой земле Кишем? Почему их там поселили? Потому что они бедуины, они могли разводить скот. А это была та территория, которую мы с вами на карте смотрели. Помните, да, куда он их переселил? Это была та территория, которая была плодородная. И, соответственно, они что делали? Они поставляли живность. Они вполне продолжали жить, да. Конечно, если у них были какие-то другие условия, они бы так не расплодились. Понятное дело, да? Следующий стих, пожалуйста. Но повитухи боялись Бога и потому не слушались царского приказа. Да. Оставляли мальчиков живых. Спасибо. То есть вот яре, да, глагол яре, означает бояться, страшиться, пугаться, быть грозным, ужасным, пугать, наводить страх. Они боялись Бога. Вот это ведь не только врачей касается, да, или тех, кто помогает при родах. В любой области человеческой деятельности существует ценностная ориентация. Что выше стоит в этой ценностной пирамиде, что ниже. Вот у нас простые женщины, самые простые, которые помогают при родах. Они там, знаете, не двор фараона представляют у себя, не сановники, они какие-то очень могущественные. Это самые обычные люди.
В их ценностной ориентации фараон, живое божество, живое воплощение Бога на земле, стоит ниже, чем Бог. Ниже, чем единый Бог. Они боятся не правителя, не государственную власть, когда речь заходит об исполнении закона Божьего и законов совести. Они руководствуются чем? Совесть, Бога Да, боятся. совершенно верно. Боятся Бога, но не фараона. Но не фараона. Они его тоже боятся, но больше боятся Бога. Вот. То есть, когда возникает вот тот самый пресловутый нравственный конфликт, делать, как велит ситуация сложившаяся, социальная, экономическая, там, я не знаю, политическая, какая угодно, да? Или действовать, исходя из закона совести, когда вот глаз Божий душе человека дает определение правильного или неправильного. Эти представители древней медицины или древние представители медицины, они сделали свой выбор. Они боялись Бога. Это очень важная характеристика. И что за этим последовало? Дальше, пожалуйста. Повитухи боялись Бога. Да, но повитухи боялись Бога и потому не слушались царского приказа. Да, не вообще царского приказа, а царского приказа уничтожать новорожденных детей. Да, вот посмотрите дальше. Царь вызвал их к себе и спросил: почему вы оставляете мальчиков живых? Еврейки, не египтянки. Вот смотрите, что они отвечают. Да, отвечали фараону повитухи. Да. Они крепкие. Повитуха прийти не успеет, а еврейка уже родила. За это Бог воздал повитухам добром. Да. Народ? Да, вот тот страх, о котором мы говорили, мы с вами и у Иова, да, читали о страхе Божьем, то, что он укрепляет человека. И в притчах будем читать. Страх перед Богом что дает? Силу. Не просто силу, а мудрость. Да, совершенно верно. Вот это у вас здесь написано. Начало мудрости – страх Господень. То есть, на самом деле, мы с вами уже говорили, человек после грехопадения, его природа повреждена. Да? Вот сегодня говорят о фобиях. То есть страхи, они присущи человеческой природе. Очень много страхов и переживаний мы с вами испытываем на протяжении всей нашей жизни. Мы чуть ли с ними не рождаемся, но точно с ними уходим. У нас постоянно вот эти страхи, беспокойство и так далее, и так далее. Они всегда есть. Но это последствия греха. Это последствия расстройства нашей человеческой природы. Души, психики, если хотите. А вот страх перед Богом – это совершенно иное состояние. Это не фобия. Это то, что человека исправляет, а не уничтожает. Мы с вами говорили, когда человек поворачивается лицом к Богу, как бы это ни было страшно, как бы от этого не было ужасно, да, какие бы последствия, какие бы грехи не были совершены, Бог всегда исправляет ситуацию. И вот в данном случае страх перед Богом, в отличие от всех остальных видов страха, а всех остальных видов беспокойств и расстройств, умудряет человека, дает ему мудрость. Об этом мы с вами будем читать в книге. Об этом мы с вами будем читать в книге притчи, когда подойдем к этому. И вот что они говорят. Они говорят о том, что женщины еврейские это не вот эти изнеженные местные египтянки, да, у которых масса проблем во время родов, да, а они там стоят хаим, то есть они так живы, наподобие вот представителей животного мира, они легко рожают, говорят бабки, да, то есть легко, вот как в животном мире, там же нет этих многочисленных, многообразных вот этих вот проблем, с которыми сталкиваются. И также и здесь, мы только придем, все, ребенок уже родился, живой, здоровенький ребенок, вот он у матери, и мы не успеваем. За то, что они боялись Бога больше, Он
вот этот глагол, ятав, устроял дома их, был добрым к ним, был хорошим к ним, они были угодны и приятны ему, он делал им добро. То есть, нет, речь о повитухах, за то, что они так отнеслись, да, это отношение Бога к повитухам. Соответственно, такой посыл ко всем представителям медицины сегодня. Все-таки следуйте законам совести, а не предписаниям многоразличным, которые идут, когда речь идет о защите жизни. Конечно, нужно следовать медицине, безусловно, и всем предписаниям, но когда речь идет о защите жизни, делайте все-таки выбор в сторону жизни. Да. И далее, пожалуйста. За это Бог воздал повитухам добро. Да. Народ же Израиля становился все многочисленнее. Вот, смотрите, Бог с этим народом. Да, и медицину направили против них, и экономику против них, и надзиратели против них. То есть весь государственный аппарат, который у египтян есть в руках, он направлен против них. Это что? Это первые проявления фиксированного антисемитизма. Вот первые зафиксированные проявления антисемитизма в истории, вот мы их наблюдаем в Египте. Весь государственный аппарат направлен на то, чтобы этот народ уничтожить, сократить его. А он все более и более распространяется. Далее. 21 стих. За то, что повитухи боялись Бога. За то, что повитухи боялись Бога, Бог даровал их семействам благоденствие. Да. Тогда фараон отдал своему народу такой приказ: всех мальчиков, которые у них родятся, бросайте в Нил, девочек оставляйте в живых. Да, то есть вот какой подход очень простой. Раз не получается скрытно уничтожать, значит теперь самый обычный открытый геноцид. Берите мальчиков и бросайте их в Нил. Но это не просто высказывание, да? Можно было убивать по-разному. Нил — это божество, мы с вами говорили. То есть бросать в Нил к священным животным. Какие животные священные животные? Да. Это жертвоприношение. Для египтян это не просто проявление, ну вы заметите, что всегда, когда мы в истории человечества встречаемся с вот таким антигуманным отношением человека к человеку, должна быть идеология. Просто так убивать своего ближнего, соседа там, или соседку человек не будет. Для этого должна быть мощная идеология. Соответственно, в 20 веке мы что с вами наблюдали? Нацизм, фашизм. Мы с вами были свидетелями этого, да? Да, то есть мощная идеология, что в Третьем Рейхе, что у нас в 92-93 году, да, это не имеет значения, где бы это ни было, это и на Кавказе, везде, и на Балканах, и в мире, и человека нужно настроить на это. А египетский фараон очень просто настроил своих. Вы приносите жертву богам. Берете ребенка, бросаете, все, жертвоприношение совершено. Достаточно ужасно с точки зрения стороннего наблюдателя, но это мотивировало египтян. Следующий стих, пожалуйста. В ту пору один из потомков Левия взял себе жену, тоже из потомков Левия. Ну что, кровосмешение такое, да? Речь не идет, вот у меня, к сожалению, нет этой страницы, речь идет не о кровосмешении, речь идет о потомках из одного рода. Мы же говорили, что они жили по родам. В роде Левия было не 10 человек, как вы понимаете, потому что из Израиля выходило 600 тысяч человек. Вот. Взять из того же рода, это в наших условиях то же самое, что взять из этого района. 600 тысяч. Да. Выходило с Моисеем 600 тысяч человек. Да. И в данном случае вот эти вот браки, они совершались у них в рамках рода,
рода редко, очень редко смешивались друг с другом. Это было действительно было очень большой редкостью. И колено Леви у нас какое впоследствии станет коленом? Конечно, это колено священническое, то есть оттуда будет... Вот. С течением времени, да. С течением времени, да. Продолжите, пожалуйста, следующий стих. Некто, это Иш, имя не дается, видимо, это все тайно делалось. Далее. У них родился сын. Мать увидела, как он хорош, и 3 месяца прятала его. Да, вот родился мальчик, соответственно, рожденный мальчик, он сразу должен быть приведен, да, этот указ фараона должен быть приведен в исполнение, мальчика нужно уничтожить. Дальше. А когда прятать стало уже невозможно, она взяла ковчег, сделанный из папируса, обмазала его асфальтом и смолой, положила в него младенца и оставила на берегу Нила в тростнике. Да. Ну вот эти потомки Левия, да, вот в их семье происходит такая трагедия. Ну, как ребенка можно сохранять в течение длительного, он же, я не знаю, звуки издает или еще что-то. То есть спрятать ребенка так, чтобы его, ты там же не подвалы будешь рыть, да, чтобы младенца. То есть какой-то период она, конечно, младенца вскармливала, да, вот как-то, ну вот уже 3 месяца прошло, и она делает из тростника такую корзинку и осмоляет ее, и вот кладет в эту реку Нил. Это тоже такое символическое действие, но оно отличается от того жертвоприношения, которое делают они. То есть она полагается на волю Всевышнего Творца. Она не божеству Нила передает на сохранение, да, и не крокодилам. Хотя там крокодилы, хотят там дикие птицы, хотят там все, что угодно, змеи, да и сами египтяне. То есть оставить ребенка вот так вот в осмоленной, да, этой корзине, это все равно, что вот его выбросить. То есть это какую веру нужно иметь, чтобы мать, вы только подумайте, вот так вот своего ребенка как бы предала. Но вот здесь вы видите корабль, который назывался «Тигрис». Наверное, может быть, кто-то из вас и вспомнит. Это тростниковая лодка. На ней известный путешественник Турхи Дал, да, вот в 70-е годы, это 77-78 год, совершил плавание через океан. Почему? Совершенно верно, Юрий Сенкевич, да, и передача «Клуб путешественников», связанная с этим. Он тоже был участником, там около 10 человек, да, вот было, и он тоже был участником. Какая задумка была у Тура Хирдала? Он решил показать распространение месопотамской культуры на разные континенты. А во времена существования, о которых мы с вами говорим, да, времена Моисея там, и так далее, вы же понимаете, что тогда кораблей, возможности путешествовать не было. Он взял тростник, и вот по древним шумерским традициям, Шумер тоже государство, где кочевал, да, у нас Авраам, по шумерским традициям сделал вот этот тигрис, вот эту лодку, которую вы видите. То есть сплел ее из камыша. Из континента распространения Месопотамии, да, Египет, из этого континента он выплыл и доплыл до Америки, да, потом там в Карибах было какое-то военные какие-то действия, они в знак протеста сожгли эту лодку в борьбе за мир, естественно, да, вот, и вполне возможно на плетеной, тростниковой, осмоленной лодке пересекать океан. Это вот доказал нам наш известный путешественник и, соответственно, да. Следующий стих, пожалуйста. Сестра ребенка стояла поодаль и смотрела, что будет дальше. Да, была девочка, сестра ребенка, которая, конечно, наблюдала, что произойдет. Далее. И вот к Нилу пришла искупаться дочь фараона в сопровождении служанок. Она заметила ковчег в зарослях тростника, велела рабыне его принести, открыла и увидела младенца. Младенец плакал, ей стало жаль его. Это еврейский ребенок, сказала дочь фараона.
сказала ей: возьми его и выгони для меня, я тебе заплачу. Женщина взяла младенца и выкормила его. Спасибо. Вот ответ Всевышнего на проявление веры матери. Вот самый простой, адекватный, понятный нам, читаемый ответ Всевышнего. То есть не только, вот смотрите, как это должно было произойти. Не крокодил подплыл, не египтянин нашел, чтобы уничтожить, да? Дочь фараона, так теоретически располагая, опять вот хронологически разбрасывая это время, это, конечно, тоже теория, это не подтверждено, относят к знаменитой Хатшепсут, единственной в истории женщине-фараону. Это приблизительно то же самое время, это 490, 1489, 68 до Рождества или 1504, 1482, в любом случае даты совпадают. Это и изображение, которое отошло до нас, вы можете видеть его, да? Вот. Почему мы говорим, что это Хатшепсут, находящийся впереди благородных дам? Она была дочерью третьего фараона 18-й династии Тутмоса I. 18-я династия – это та династия, которая свергла Гиксосов. Раз она третья, да, соответственно, ее дедушка, то есть Тутмос I, он наследовал Аменхотепу I. Аменхотеп I наследовал второму Секененру, который поднял Фиванское восстание, о котором мы с вами говорили. То есть, получается, ее прадед поднял восстание против Гиксосов, воцарилась Фиванская династия, кажется, он сам погиб. Вот. И затем Яхмос, Тутмос, и вот в это время, наверное, Тутмос I правил. Вот, а Хатшепсут была на этот момент его дочерью фараона, которая вот вышла купаться. То есть это приблизительно третье поколение после свержения Гиксосов. О чем говорит Писание? Ушел Иосиф, его род, и все, пришел фараон, который не знал Иосифа. Ну, в данном случае только не знал, и не хотел даже знать. Вот. А действие Всевышнего было, как вы видите, вполне себе читаем. Не только ребенок остается в живых, он еще возвращается матери. Сама мать его воспитывает. Ну, то есть вы Вифлеемские события уже вспоминали, да, Марк? Совершенно верно. У вас сегодня просто святоотеческая экзегетика. Прекрасно. То есть это, конечно, перекликается то, что произошло в Новом Завете, потому что Матфей, чтобы подчеркнуть эту связь, он так и говорит. Он эту цитату и приводит: «Из Египта возвал я сына моего». А для того, чтобы показать, да, вот эту преемственность между Ветхим и Новым Заветом. Более того, за то, что она теперь совершенно спокойно может воспитывать своего ребенка, никто уже его не отнимет. Ей еще и царской казны за это платят. То есть действие Всевышнего, оно вопреки всем этим действиям машины государственной, геноциду, антисемитизму и прочему, оно действует вопреки. Далее, пожалуйста. Девочка, я тебе заплачу. Женщина взяла младенца и выкормила его, а когда он подрос, привела его к дочери фараона. Та усыновила мальчика и дала ему имя Моисей, сказав: это означает, что я вынула его из воды. Да, это Моше, вынутый, изъятый. Моисей, Моше. Да. Ну, вы понимаете, в греческом языке буквы Ша нет, можно как-то это, да, при транслитерации получается Моше, получается Моисей, Моисес, Моисей и так далее, и так далее. То есть Моше изъятый от смерти в последний момент. Далее. Шло время, Моисей вырос. Он пришел к своим братьям, евреям, и увидел их тяжкий труд. Он увидел, как египтянин бьет брата его, еврея. Оглянулся Моисей по сторонам, никого рядом не было. Он убил египтянина, а труп зарыл в песок.
Вы должны понимать, что вырос принц Египта. Вырос не просто еврей, вырос сын дочери фараона. Вероятно, когда вырос, возможно, что она уже, да, тоже Сказала, что... Далее, пожалуйста. Он убил его, тут зарыл в песок. На следующий день Моисей снова туда пришел и увидел, как дерутся друг с другом два еврея. «Зачем ты бьешь своего товарища?» – спросил Моисей у обидчика. Тот ответил: «А кто тебя сделал над нами начальником и судьей? Ты что, и меня хочешь убить, как убил египтянина?» Ну вот смотрите, просто историческая зарисовка. Там много может быть врагов у человека, но таких врагов, как его ближние, таких врагов, как представители именно его рода, племени, народа, нации, государства, нет никаких. То есть человек из чувства справедливости, да, остановил побои, был ли он специально, убивал ли он этого египтянина специально, мы не знаем. Так или иначе остановил побои собственного народа, потому что знал. Теперь посмотрите, какова благодарность. Ведь Моисей ничего предосудительного не совершает. Он пытается остановить междуусобную, да, в рамках одного народа. То есть два брата дерутся фактически. И посмотрите, какую благодарность он получает от своих единокровных. Ты что, хочешь меня убить? То есть, что заключается в этом? Ведь какой бы ты ни был принц Египта, если ты, еврей, убьешь египтянина, то вы понимаете, какого рода кара может тебя настигнуть. В этом ответе не просто такой вот своеобразный, да, вот, в этом прямая угроза. Потому что если донесут, все, жизнь Моисея на этом прекратится. И от кого? Не от египтянина. Далее. Страшно стало Моисею. Он понял, что все обнаружено. Он все хорошо понял. Далее. Фараон, узнав о происшедшем, хотел казнить Моисея. Безусловно. Но Моисей бежал от фараона и поселился в стране Медианитян. Да, вот что это за страна Медианитяне? Помните, когда у Авраама умерла Сара, а он в это время, мы говорили о его обновлении, да, вот он только что родил своего сына Исаака, то есть человек полон сил жизненных. Он взял другую жену, которая тоже родила ему Хиттуру. Вы помните, да, уже будучи преклонного возраста, за 100 лет, он берет новую жену, и та ему рождает детей, от которых происходят мадианитяне. То есть это племя родственное иудеям по Аврааму. А сейчас где они живут? По-моему, не сохранилось, да, до нашего времени. Далее. Когда он сидел у колодца, туда подошли 7 дочерей медианского жреца. Вот кто у нас все события ветхозаветного колодца. Елизер, слуга Авраама отправляется, чтобы найти Ребекку, и где он ее обнаруживает? У колодца. Сам Иаков отправляется к своему дяде Лавану, где он обнаруживает его дочерей? Рахель, где он обнаруживает? Опять у колодца. То есть у нас все значимые события в этой стране происходят где? У колодца. Когда мы с вами вспоминали, помните, параллель проводили, когда Иисус говорит, ведет беседу о потоках живой воды, где он ведет эту самарянкой беседу? Тоже у колодца Иакова, отца нашего. То есть все эти события в Ветхом и Новом Завете, они тесно переплетены. И почему у колодца? Потому что источник жизни, источник благодати, символ благодати – это всегда вода. Да, далее. Пастухи. 7 дочерей, чтобы начерпать воды, наполнить поилки для отцовской отары. Подошедшие пастухи стали гнать их прочь. Но Моисей встал и заступился за Да, них. что уже и было однажды, да, а с Исааком. потом Да. напоил их овец. Далее. Когда девушки вернулись к своему отцу Реуэлу, Реуэл или Рагуэл, и его имя еще будет несколько раз меняться, это все одно и то же лицо, отец этих. Далее. тот спросил: что вы сегодня так скоро? Как
какой-то египтянин, ответили они, заступился за нас перед пастухами, а потом начерпал нам воды и напоил овец. Но почему египтяне, то вы понимаете, то есть выглядел Моисей не как бедуин. Да? Отец не узнал, то есть братья не узнали Иосифа по той же самой причине. Выглядел он как обычный, нормальный, цивилизованный египтянин, как и сегодня выглядят, да? Нормальные, цивилизованные люди, в отличие от бедуинов, скажем, да, или далее. Так где же он, спросил отец, почему вы не позвали его? Зовите, пусть поест с нами вместе. А вот посмотрите теперь о нравственных, да? Да. Вот какими нравственными критериями он руководствуется. Напоил скот, а почему, как вы могли оставить этого человека? Конечно, он должен зайти, раз египтянин, значит, он путешественник, а странноприимство – это самая большая добродетель в пустыне. Почему вы его не пригласили? Его нужно накормить. Вот первое, о чем говорит Рагуим. Далее. Моисей решил остаться у медианитянина. Тот отдал Моисею в жены свою дочь Ципору. Да, У них да. родился сын. Птичка. Сифора или Ципора, птичка, птица. Птичка. Далее. Моисей дал сыну имя Гершом, сказав, это означает, что я стал переселенцем в земле чужой. Гершом, странник в этом месте. Далее. Много времени прошло, царь египетский умер, сыны Израилевы стонали от тяжкой работы, взывали о помощи, и стон их дошел до Бога. Услышал их стоны Бог и вспомнил свой договор с Авраамом, Исааком и Яковом. Да, вот смотрите, в сложные жизненные моменты вопль поднимается к Богу. Мы уже дважды с вами были свидетелями, когда стон или вопль от земли вопиет к Богу. Первый раз Адам, Ева, Авель, Каин. Кровь брата твоего вопиет ко мне. Помните? То есть убийство – это всегда стон или вопль, который сразу же доходит до Бога. Далее, еще. Вопль, еще один раз, вопль содомский поднялся до небес. Да, то есть вот эти извращения, они тоже доходят, как вопль до Бога. Да. И вот здесь стон народа, который трудится, но неправомерно угнетаем. То есть, смотрите, убийство является тяжким преступлением, извращения являются тяжкими преступлениями. А вот смотрите, экономическая или финансовая нечистоплотность, угнетение с этой точки зрения сразу же доходит до Бога. Наравне с Содомом, наравне с братоубийством. То есть руки должны быть чистыми не только от крови, не только от извращения, они еще должны быть чисты, когда идет распределение имущества, ресурсов. Иначе эта несправедливость точно так же доходит до Бога. Далее. Далее. Услышал их стоны Бог, Да. вспомнил свой договор с Авраамом, Исааком и Яковом. Бог обратил свой взор на сынов Израилевых. Бог озаботился их судьбой. Спасибо. Поскольку время наше уже вышло, мы на этом с вами сегодня закончим. Если нет вопросов, то, Марк, помолимся. Господь, если колесие Божию, Тебя Богородицу, Пресноблаженную, Тобой порочных, Матерь Бога наших, честнейших Евлин, прислонивших Вселенную Серафим, изъяснение Бога, Слово родшего, сущего Богородицу, Тебя величаем.